Сельское хозяйство – это одна из самых важных отраслей экономики республики, поэтому, по словам президента, сельхозпредприятия и угодья должны эффективно работать, и глава государства уделяет этому большое внимание, поддерживая людей, которые трудятся в этой сфере. К примеру, сейчас абхазские предприниматели возвращают былую славу совхозу в селе Кахуара Ткорчалского района, ныне Аяйра, ведь доподлинно известно, что в советское время подарочные бандероли со сладкими плодами в Кремль отправляли именно отсюда, так как они всегда славились особыми вкусовыми качествами. Возрождать фермерское хозяйство предпринимателям успешно удается. В канун новогодних праздников славная традиция была продолжена. Подарочные посылки с мандаринами из Абхазии отправились в Россию и Беларусь. По поручению Аслана Бжания государственный груз был сформирован и отправлен главам республик Российской Федерации и семьям погибших добровольцев Северного Кавказа. Наше государство их не забывает. В этом году наш президент в этих ящиках красивых отправляет главам республик, коллегам в России, в Белоруссию, на Северный Кавказ. Вот такие красивые ящики. Буквально вчера мы главе Республики Беларусь Александру Лукашенко отправили порядка 20 ящиков от нашего президента. Вот такие вот ящики в подарок. Совхоз Аяйра площадью 800 гектаров арендуют предприниматели Илана Джопо, София Беглава и Астамур Чагава, которые осуществляют свою деятельность собственными средствами и при поддержке государства. Илана Джопо выращивает 22 тысячи корней голубики на территории личного фермерского хозяйства. Управляющий Манучар Чухо отметил значительный прирост урожая ягоды. Основная часть собранной голубики была экспортирована в Россию по оптовой цене от 600 до 950 рублей за килограмм. Фермеры прогнозируют более высокую урожайность в следующем сезоне. В прошлом году у нас был урожай, мы собрали 12 тонн голубики. Наш экспорт в общем итоге идет на Россию. Внутренний рынок тоже употребляет, но в маленьком количестве очень. У нас оптовая цена в том году была 950 рублей. Работает у нас в день до 150 рабочих. Проезжают с нижней зоны, с Ачигвары, с Чобурхинджи, везде едут работать люди. Руководство фермерского хозяйства также планирует создать питомник, в котором будут осваивать и культивировать все виды цитрусовых, существующих сегодня в мире. Для этого из Италии уже привезены сицилийские черные апельсины, эндемика, кавиар, лайм из Австралии. Сейчас специалисты занимаются их изучением. В планах и разведение новых сортов цитрусовых из Турции и Китая. Первый урожай планируется получить уже через 2 месяца. Пошли даже вторые побеги. Для нас это большое достижение. Мы хотим создать питомник, где мы можем собрать все виды цитрусов, которые существуют, и дальше культивировать их здесь, в Абхазии. Наша большая проблема состоит в отсутствии рабочей силы. А так получается, что в этом регионе происходит отток молодежи. Мы обучаем детей, они учатся в школах, в университетах, и потом у них нет документов, они уезжают. И нам приходится привлекать рабочих из Северной Кореи, которым дороже платим, но у нас другого выхода нету. И да, это очень большая проблема, и с каждым годом все хуже и хуже. Я призываю всех, кто живет на этой земле благословенной, чтобы они призадумались об этом. Город, гостиницы, отели, туризм – это все очень хорошо. Но самое главное, то, что мы должны возрождать нашу землю. Я бы хотела сказать молодежи Абхазии. Сейчас особенное время, время созидания. Особо хочется, чтобы молодежь, именно молодежь поняла, что та земля, которая дана им с рождения от своих предков, это то, над чем они должны работать. Нам дарована эта земля, и мы никогда не должны забывать об этом. Вот то, что мы сегодня имеем, вот такое счастье, цитрусы, мандарины, все, что угодно этой земле растет. И всех с наступающим Рождеством и Новым годом!
Предприниматель София Беглава не только высадила цитрусовые на территории сада в 300 гектаров, но и начала производить натуральный мармелад и цукаты. Главная цель этой идеи – безотходное производство и, конечно же, качественный и сладкий продукт, который порадует потребителей. Отбрасываем какую-то часть не очень таких симпатичных, скажем так, мандарин. Они все, правда, вкусные, но внешне они не все симпатичные. Поэтому мне было жалко их выкидывать. Непонятно, что с ними делать. И у меня родилась идея сделать мармелады и цукаты. Этот значит, макет мною как-то оформлен и вышел в свет буквально недавно в новом виде. Я надеюсь, что он полюбится нашим согражданам. Вот, и с любовью это тоже будет приобретаться, потому что это сделано в Абхазии. В следующем году урожай будет гораздо больше, потому что сделана и обрезка глубокая, сейчас вегетация активная пошла. И вообще через год обычно мандарины то больше, то меньше. Вот надеемся на следующий год, что он будет активный. Все мандарины, которые мы собрали, в основном это все уходит на Москву. Предприниматели планируют восстанавливать инфраструктуру совхоза Аяйра с целью развития в этой местности агротуризма. София Беглава, я Аснамур Чагава. Мы все местные, которые родились, выросли здесь. Мы являемся ныне арендаторами этих районов. Здесь был лес, парк был заросший. В этом году мы почистили. Эти здания, они прекрасные, они это сталинские здания. Хотим их восстановить. Если у нас получится, мы очень хотим здесь сделать агротуризм. Каждый из нас делает из своих собственных средств. Это не так легко. Ну, соответственно, государство тоже помогает. Предприниматели делают все для того, чтобы вернуть былую славу совхозу. По их словам, благодаря глубокой обрезке и прочим предпринятым мерам в следующем году ожидается богатый урожай. Гугут Савардания, Абхазское телевидение.